Не терять бдительность в борьбе с полиомиелитом, пройти осмотр у участкового педиатра, измерить температуру, послушать легкие. Вакцинировать детей врачи рекомендуют согласно графику национального календаря. Я проверила его прививочный статус, собрала анамнез, есть ли у них дома еще дети не привитые. И вот ему идет 3-я ревакцинация полиомиелита. Малышей с хроническими заболеваниями врачи вакцинируют только в период ремиссии. Консультация специалиста нужна и тем, у кого есть различные аллергии. У Ибрагима Юсупова, к счастью, никаких проблем со здоровьем нет, поэтому нет и преград для вакцинации. Мальчику 6 лет, он не трус, но уколов, как и любой ребенок, опасается, хоть и не признается в этом даже себе. Ты боишься уколов? Расскажи нам. Нет. А вот тебе сейчас укол сделали. Не было больно? Нет. А что скажешь другим детям? Нужно прививаться? Да. Надо делать уколы, чтобы не болеть. Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвращать при помощи вакцинации, предупреждают врачи. В детской поликлинике Назрани привито уже около 4000 малышей. В настоящее время мы делаем комбинированные вакцины. Первые 3 вакцины мы делаем ослабленными, а ревакцинации живой оральной вакциной. Опять-таки, когда мы делаем прививки детям, мы каждому ребенку подходим индивидуально, смотрим его прививочный статус, есть ли дома беременная женщина или ребенок до 3 месяцев. Каждому ребенку индивидуально подходит участковый педиатр, делая прививку. Так что, когда мы вакцинируем детей, очень многие родители настораживаются. Так что мы несем ответственность и делаем это индивидуально. Полиомиелит не будет побежден, пока в мире есть хоть один инфицированный ребенок. Поражает инфекция в основном детей до 5 лет. Паралич. У заболевших малышей вначале наблюдаются симптомы, схожие с обычным ОРЗ. Температура, то есть 38-39, но может наблюдаться также и субфебрильная температура, то есть до 38. Естественно, это слабость общая бывает. Слабость в конечностях, как в нижних, так и верхних конечностях. Бывает очень часто слабость мышц шеи, то есть ребенку, да хоть взрослому, хоть ребенку трудно поворачивать голову, сгибать голову. Также бывает снижение рефлексов или отсутствие даже рефлексов сгибательных и разгибательных. Россия на протяжении последних 20 лет сохраняет за собой статус страны, свободной от полиомиелита. Однако такой статус не гарантирует, что случаев заболевания больше не будет. Риск завести штамм вируса из других стран сохраняется. Полиомиелит очень устойчив к внешней среде. Например, в загрязненных продуктах, молоке, воде он сохраняется 3-4 месяца, а в фекалиях до 6 месяцев. Путь передачи полиомиелита – это воздушно-капельный, фекально-оральный, но и через загрязненные продукты и через воду. Единственным носителем полиомиелита вируса является человек, и он же резервуар для дикого полиовируса. Проникает через ротоглотку и выделяется через ротоглотку и с фекалиями. В Ингушетии всерьез обеспокоены ситуацией, сложившейся в мире с полиомиелитом, поэтому планируют провести дополнительную иммунизацию от коварного вируса, которая пройдет в 2 тура до 5 марта и с 3 по 9 апреля. Всего по планам Минздрава и Роспотребнадзора иммунизации подлежат более 73 тысяч детей от 3 месяцев до 9 лет. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.